нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Маяки нужны и нужен нам локатор, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нам для службы на море нужны походы и приветы из дому в далеких водах. И чтоб не терять минут свободных даром, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. Митинг, посвященный празднованию Дня военно-морского флота, объявляется открытым. Уважаемые ветераны военно-морского флота, от себя лично, от имени администрации района, от имени главы района Мустафина Ильдара Шатовича, разрешите поздравить вас с красивым праздником, вашим профессиональным праздником, Днем военно-морского флота. Желаю вам здоровья, благополучия, семейного благополучия. Ни одно мероприятие не проходит без вашего участия. Вы активные члены боевого братства. Удостоверение Хуснуллин Ильдар Явдатович приказом председателя Союза ветеранов от 6 июля 2020 года номер 6 награждается медалью контр-адмирал Максюта Юрий Иванович. Андрей медаль. Молодец. Служу Российской Федерации. От имени боевого братства поздравляю всех моряков с их праздником. Желаю им семейного счастья, здоровья. Сегодня знаменитый день, День военно-морского флота СССР и России. На следующий год, в 2021 году, будет юбилейный год у нас. Флоту российскому исполнится 325 лет. И этот день именно 325 лет назад Боярская дума по указанию Петра I сказали морским судам быть. И сегодня такое мероприятие. У нас в Илишевском районе есть морское собрание, где я являюсь председателем морского собрания Илишевского района. Это филиал Республики Башкортостан. У нас моряки активные, они народ трудолюбивый. Я желаю им здоровья, поздравляю всех этим праздником и, главное, терпение, потому что трудное время идет у нас. И у нас в Илишевском районе в данное время, по счетам это работники сельсовета, дали список, более 300 моряков проживает в Илишевском районе. Это срочники, мишмана. Жаль, что офицеры есть, офицеры других регионов проживают. Но в списке не все моряки. Я проверил, я сказал, почему сказал более 300. Пока до конца счета нет. Всех поздравляю прекрасным праздником. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить военным. Уважаемые илишевцы, спасибо за теплый прием. Я служил здесь с администрацией с Хуснуллиным Ильдаром Явдатовичем на одном корабле. Ну, боевой путь у нас начался еще в речном училище. На одном пароходе работали, на паровом. Призвались на краснознаменный Тихоокеанский флот. Попали на один корабль. Правда, в боевые части мы попали в разные. Ну, что ему досталось, что мне досталось. Потому что походы были дальние. До самой Индонезии, Эфиопия, Индийский океан, море Сулавеси, Макасарские проливы и, естественно, экватор.
Жизнь на корабле, служба на корабле показала, кто на что способен и как достойно может он прослужить на корабле. По-разному было. Что скрывать? Были, ломались, потом воспитывались. Ильдар Евдатович был не только преданным патриотом Советского Союза, но у него еще была могучая деревенская сила такая. Почему я говорю? Когда у меня полетело оборудование, он первый пришел на помощь. Поэтому я сегодня приехал к нему, на родину его, поздравить его. А большая помощь от своего боевого товарища – это большая сила. Поэтому называется она «Дружба до гроба». Морская служба требует, естественно, знаний, силы, опыта. Несмотря на то, что сейчас компьютеры и кнопочные разные программы, надо со школьной скамьи готовить себя к службе. Какие бы рода войск они ни попали. Физическая сила везде нужна.